В эфире «Деловая Ингушетия», в студии Залина Хамхоева. Здравствуйте. Эксперты Центра экономических исследований РИА Рейтинг проанализировали итоги социально-экономического развития регионов России по итогам первого квартала 2024 года. Согласно исследованиям, суммарные налоговые и неналоговые доходы консолидированных бюджетов выросли в 69 субъектах Российской Федерации и суммарно увеличились на 7,5% во всех субъектах России. Лидером по темпам роста стала Республика Ингушетия, где показатель увеличился на 70,8%. По информации Министерства финансов региона, достичь такого результата удалось благодаря комплексным мерам, направленным на снижение дотационности республики и увеличение собственных доходов, как сообщили в Минфине Ингушетии. По итогам совместной работы всех задействованных в процессе органов власти собственные доходы в консолидированный бюджет за первый квартал 2024 года составили более 2 миллиардов рублей. Прирост составил 70,8% или в абсолютном выражении в аналогичном периоде прошлого года 850 миллионов рублей. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о внесении изменений в налоговый кодекс, который увеличит издержки судопроизводства в России. Самое значительное повышение судебных госпошлин предусмотрено для исков с высокими имущественными требованиями. Для ряда категорий граждан будут введены льготы. В частности, они касаются исков, затрагивающих единственное жилье. По данным Минфина, сейчас посредством пошлин бюджету компенсируется 5% от общей суммы расходов в год. Увеличение пошлины не обеспечит полноценную компенсацию таких расходов, но позволит сделать ее соразмерной и сбалансированной, полагают в профильном комитете. Последний раз на законодательном уровне судебные пошлины по искам имущественного характера полноценно регулировались в 2009 году. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в окончательном чтении закон о возврате 7% от уплаченного налога на доходы физических лиц семьям с детьми. Эта инициатива входит в пакет поправок в бюджет на текущий год и изменений в налоговый кодекс. Выплата положена работающим родителям 2 и более детей, с доходов которых был уплачен подоходный налог, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума на душу населения, установленную по месту жительства в России. Управление маркетингом играет ключевую роль в успехе любого бизнеса. Оно включает в себя планирование, реализацию и контроль маркетинговых стратегий, направленных на достижение бизнес-целей. Далее в интервью мы подробно рассмотрим, почему управление маркетингом важно для успеха вашего бизнеса, возможные трудности и анализ источников трафика. Независимо от того, управляете ли вы уже созданным малым бизнесом или только начинаете, эффективная, постоянная маркетинговая стратегия имеет жизненно важное значение. Но маркетинг без плана не только приведет к пустой трате времени и денег, он может оттолкнуть клиентов и затормозить рост бизнеса. Чтобы привести свои маркетинговые стратегии в соответствии с потребностями и ожиданиями целевых клиентов и обеспечить дальнейший рост бизнеса, начните с определения ключевых факторов успеха. О них с нами сегодня будут говорить Ибрагим Акиев, директор агентства City Marketing, и Мухаммед Кузьков, директор агентства по трудоустройству Белхиру. Приветствую вас в студии нашей программы. Приветствую. Приветствую. Для чего бизнесу нужен маркетинг и насколько это важно? Маркетинг – это неотъемлемая часть любого бизнеса. Маркетинг он нужен для того, чтобы выстраивать правильные взаимоотношения с клиентами. Как правило, есть такое правило, что один постоянный клиент суммарно может принести больше прибыли, чем 100 разовых клиентов. Это реально внушительная цифра, и это говорит о том, что нам нужно выстраивать правильные взаимоотношения с клиентами, и нужно пытаться сделать каждого клиента постоянным. В этом именно и помогает нам маркетинг. Единственное, мне не нравится, как к маркетингу относятся у нас в республике. Люди думают, что маркетинг – это просто продвижение. Но это не так. Маркетинг, давайте я вкратце постараюсь объединить, что отвечает маркетинг. Нам, пожалуйста, что входит в понятие маркетинговой стратегии для тех же самых начинающих предпринимателей? Давайте в этом нам поможет правило 5P. Это продукт, price, people, продажи и продвижение. В продукте у нас Price, цена, people – люди, продажи и продвижение. People – это целевая аудитория, продажи и продвижение. В продукте у нас маркетинг отвечает за то, чтобы
Наш продукт соответствовал требованиям нашей целевой аудитории. Целевой аудитории у нас маркетинг отвечает за то, чтобы наша компания всегда знала, какие есть требования у нашей целевой аудитории. Как определить вот эту целевую аудиторию? Целевая аудитория, в этом тоже у нас есть некоторые ошибки. Люди думают, когда я спрашиваю предпринимателей, кто наша целевая аудитория, мне начинают говорить, что про пол, возраст, интересы и так далее. Вот этот метод, он уже устарел. Целевая аудитория — это определенные люди с определенной проблемой, которую мы можем решить при помощи нашего продукта или нашей услуги. Вот. Именно такой фактор образования целевой аудитории нам лучше подходит. Потому что до тех пор, пока мы решаем проблемы нашего клиента, он готов нам платить. Как только мы перестаем, или же наш продукт перестает решать его проблему, то он перестает обращаться к нам. Третье — это ценообразование. Ценообразование, да, здесь тоже присутствует маркетинг. Ценообразование делится на 3 уровня. Ценообразование на уровне рынка, ценообразование на уровне каждого клиента и ценообразование на уровне себестоимости. Но мне нравится определение Алекса Яновского, определение идеальной цены. Идеальная цена — это максимальная цена, за которую купят. Потому что, как правило, если мы прибавляем к стоимости нашего продукта 1%, к прибыли с этого продукта добавляется 11%. То есть это тоже очень внушительная цифра. Дальше у нас продажи. Да, в продажах тоже присутствует маркетинг. Просто запомните, везде, где есть хоть какое-то взаимоотношение с клиентами, там прямо или косвенно должен присутствовать маркетинг. Ну и, конечно же, продвижение. В продвижении у нас по-любому должен присутствовать маркетинг. Теперь, отвечая на ваш вопрос, мы понимаем, что маркетинг, он отвечает за привлечение и удержание клиентов. Удержать также важно, да? Как удержать намного важнее, как я сказал, потому что клиент стал постоянным. Да, постоянный клиент — это намного лучше, чем 100 разовых клиентов. Генеральный спонсор программы — компания «Спектр». «Спектр» — все услуги для бизнеса. Ибрагим, какие основные ошибки сегодня совершают предприниматели в плане маркетинга? Ошибок много, но я подчеркнул бы именно... Для начала вообще считают, что это что-то ненужное, да? Что не обязательно не тратиться. Многие пытаются делать какие-то рандомные действия в плане маркетинга, да. Но маркетинг, он должен... все-таки потихоньку пришли, да, уже к этому? Уже пришли, конечно. Стратегия, она необходима. Нет, вот туда они еще не пришли. Они делают какие-то рандомные действия, но маркетинг, он должен выстраиваться стратегически. У нас должна быть четкая стратегия, которая приводит нас к определенной цели. Просто они к этому не могут прийти, потому что думают, это очень сложно. Я буквально на пальцах могу объяснить, как строится маркетинговая стратегия. Маркетинговая стратегия у нас строится на 5 шагах. Первое — это постановка целей. Вообще важно ставить цель не только в маркетинговой стратегии, в любой задаче важно ставить цель, потому что, не зная, куда мы хотим прийти, мы не знаем, какие действия нам делать. Второй шаг — это анализ. Анализ рынка, анализ конкурентов, анализ целевой аудитории. Когда мы знаем, в каком рынке мы существуем, какая у нас целевая аудитория, какие у нее потребности, мы уже знаем, какие инструменты нам выбирать. Третий шаг — это выбрать четкие инструменты, которые мы будем использовать для достижения определенных целей. Маркетинговые инструменты у нас бывают традиционный маркетинг, цифровой и социальный. Выбираем инструменты и четко все это расписываем. И четвертый шаг, на четвертом шаге и строится у нас вся маркетинговая стратегия, мы должны расписать четкий план. Четкий план действий по числам, по датам, что и когда мы должны сделать. И пятый, практически самый главный шаг — это контроль за исполнением. В нашей компании это делаю я в большинстве случаев. Если мы не контролируем, как выполняется наша стратегия, приходим ли мы к нашей цели, то все наши действия приводят ни к чему. Компания Ибрагима, сети-маркетинг — это компания, которая сопровождает нас, Belhi.ru, в части маркетинга. И вот в подтверждении его слов, касаемо того, как строится стратегия компании, да, еще с самого начала нашего взаимодействия мы определили ту цель, которую мы хотим достичь, то, что мы ожидаем, да, от маркетинга. А далее мы разбили конкретные шаги, как, что будем делать. И Ибрагим в курсе, каждый месяц, вплоть до каждого дня мы имеем понимание, когда конкретно что будет сделано. То есть не так рандомные, не какие-то рандомные случайные действия, а конкретное понимание, что мы будем делать для того, чтобы получить конкретную цель. И, конечно, как Ибрагим сказал, очень важен контроль.
очень важен контроль, потому что без контроля, какие бы крутые, гениальные вещи ты не придумал, если нет контроля, порой эти действия становятся тщетными. Тоже хотелось бы подчеркнуть, когда уже рынок вырастет, возможно, я надеюсь на это, вот я знаю, как мне легко работать с Мамадом и как мне сложно работать с другими клиентами, потому что Мамад все это понимает. Когда я ему говорю, что нам нужно построить цель, что нам нужно все это расписать, Мамад всегда как-то лояльно к нам относится. Когда я это говорю некоторым предпринимателям нашей республики, начинается хейт, зачем это нужно, давай будем лучше вот какой-нибудь конкурс замутим, это, наверное, приведет нас к какому-то результату. Но, как практика показывает, здесь, конечно, важна исполнительность. Действие без сценария пунктов. не приводит к результату. Ну и, конечно, вот если говорить в цифрах, да, с момента привлечения компании Ибрагима, это уже получается несколько месяцев. Наши зрители, наверное, видят то, что контент, который выходит в наших соцсетях, он совершенно другого качества. Более того, вот за последние 2 недели, наверное, на нас подписалось, на наши соцсети уже несколько тысяч человек. Это наша целевая аудитория для республики, активный слой населения, который подписался, несколько тысяч человек. Это довольно весомая, серьезная цифра. То есть я имею в виду, хочу сказать, что вот эти действия, они дают по итогу хорошие показатели. Генеральный спонсор программы – компания «Спектр». «Спектр» – все услуги для бизнеса. В прямом включении кандидат экономических наук, генеральный директор Лириба Финанс Мурат Алискеров. Приветствую вас в студии нашей программы. Мурат Сидярович, почему сегодня так важно продвигать личный бренд и как это помогает бизнесу? И на самом деле тематика личного бренда, она сегодня как никогда актуальна. Мы видим крупные компании, которые именно благодаря личному бренду руководителя занимают все топовые позиции, расширяются, масштабируются. Стоит руководителю сказать какую-то фразу, какое-то слово, и сразу акции его компании либо растут на 5-10%, что эквивалентно миллиардам долларов, либо падают. И поэтому сложно, наверное, будет вообще переоценить важность личного бренда для развития той или иной компании. Если мы будем говорить о нашей такой региональной кавказской специфике, то здесь, конечно, личный бренд, он еще и потому ограничивается, потому что у нас есть какие-то этические нормы, религиозные нормы. То есть то, что может себе позволить условный руководитель там за пределами наших республик или за пределами нашей страны, многие из нас позволить себе не могут. Тем не менее, я хотел бы порекомендовать нашим предпринимателям, чтобы они его развивали, чтобы они понимали, насколько сегодня присутствует взаимосвязь между тем, насколько их личный бренд развит, и чтобы они понимали, как этот личный бренд в дальнейшем можно монетизировать. Приведу опять-таки примеры. Есть несколько стратегий развития компаний. И если я сейчас прошу аудитории, помнит ли кто-то или знает ли кто-то по имени главу корпорации, например, Samsung, или там, я не знаю, Sony, или компании Reebok, или там Adidas, то я думаю, что мало кто вспомнит и мало кто слышал вообще об этих руководителях. Это стиль компаний, когда они выстраиваются вокруг бренда как такового, но не личности руководителя. А есть другие компании. Это компания Apple, это компания Илона Маска, это компания Microsoft, Билла Гейтса. И здесь уже это вторая стратегия, когда личный бренд руководителя оказывает такое превалирующее и главное влияние на процесс развития компании. Большую роль играет именно личный бренд руководителя. Когда сегодня, например, Илон Маск указывает на какую-то ценную бумагу компании и говорит, я вижу в этом перспективу, или просто говорит, я покупаю акции этой компании, на следующий день они там сразу начинают 200-300% роста показывать. И если наоборот он там выступает в какой-то радиостанции там, с сигаретой в руках, то, соответственно, на следующий день инвесторы, рынок очень быстро реагирует и сразу акции компании падают. Поэтому здесь плюсом является то, что руководитель, значимость, известность которого позволяет ему рассчитывать на внимание мировой аудитории, он может одночасье привлечь инвестиции, открыть другой бизнес, сохранить свой бизнес, потому что его знает. Но минус это, в этой же зависимости находится. Если вдруг делать то, что от него не ждет аудитория, рынок очень быстро это чувствует, и человек может в одночасье все потерять. Таких примеров немало. Поэтому я рекомендую очень нашим землякам развивать личный бренд, думать о перспективах, задавать себе вопросы. И самым таким ярким примером может быть что? Бренд руководителя, бренд компании – это инструмент для того, чтобы бизнес рос
и продвигался. Самый банальный пример – 2 футболки белого цвета. Они могут быть одинаковыми по качеству, они могут быть одинаковыми по дизайну. Но стоит нанести на одну из них логотип Nike или Adidas, или Reebok, или там Under Armour, эта футболка сразу, можно умножать ее там на 10, и очередь выстроится для того, чтобы купить. Еще раз повторюсь, при том, что дизайн и качество этой футболки ничем не отличается. Это бренд, это приверженность этому бренду. И я опять-таки думаю, что нам нужно его развивать, потому что правильного подхода к формированию личного бренда у нас на Кавказе, к сожалению, таких кейсов не так много. Если очень коротко, то так. Мурат Сидярович, вот 3 основных принципа развития личного бренда. Первое, это мы должны понимать, что личный бренд всегда формируется на фундаменте экспертности. То есть нельзя личный бренд строить на каком-то воздухе. То есть человек прочитал 10 книг и считает себя экспертом. Так личный бренд не строится. И если мы вспомним всех успешных мира сего, то мы действительно, нравятся они нам или нет, мы вынуждены будем признать то, что они профессионалы в этом деле. Второе, это такое, знаете, вот есть в психологии такие подтипы, это радикалы, архетипы людей. Это люди параноики. Это люди, которые помимо своей экспертности, они любят свое дело. Горят и они тратят на это дело годы своей жизни. И третье, с моей точки зрения, надо понимать, что любой личный бренд, любая экспертность, она должна быть направлена во имя принесения блага для людей, блага для общества. Упростить их жизнь, облегчить их жизнь, сократить их расходы, увеличить их доходы. И сделать так, чтобы мир стал лучше с приходом вас как личного бренда. Вот эти 3 вещи. Ну и безусловно, индивидуальность, да? Да, когда я говорю об экспертности, я это имею в виду. Вы должны быть тем, вы должны принести, дать миру то, чего не было до вас. Что дал Стив Джобс, когда пришел в миру? Он взял телефон, взял проигрыватель, взял калькулятор, взял блокнот, все соединил в один телефон и сказал, вот вам решение проблемы, живите по-другому. И поэтому мы его запомним и через 10, через 20, через 50 лет, скорее всего, наши потомки тоже будут помнить, кто дал миру. Хотя, конечно, была команда, но тем не менее, он презентовал как личный бренд этот продукт. В прямом включении был кандидат экономических наук, генеральный директор Лириба Финанс Мурат Алискеров. Спасибо вам. Спасибо большое. До встречи. Генеральный спонсор программы – компания «Спектр». «Спектр» – все услуги для бизнеса. Стратегия Голубого океана. Что это такое и как в него зайти? Это очень интересная тема, Залина, очень интересная тема. К сожалению, мне очень прискорбно, но уровень маркетинга в республике, он на довольно низком уровне, и я хотел бы призывать, пользуясь случаем, хотел бы призывать наших предпринимателей, чтобы они обязательно развивались. Почему? Потому что уровень предпринимательства в республике, к сожалению, сегодня остается на очень низком уровне. Я больше чем уверен, что практическое большинство наших предпринимателей не слышали про то, что такое стратегия Голубого океана. Есть понятие как стратегия Алого океана и стратегия Голубого океана. Например, вы захотели вывести свой продукт или услугу на рынок. Соответственно, вам нужно, чтобы ваш продукт или услуга продавались, да, и приносили вам прибыль. Если же вы конкурируете со всеми, кто есть в этой сфере, то вам очень сложно. Это превращается в Алый океан, вы друг с другом воюете, конкурируете, и вам под давлением конкурентов вам тяжело продвигать свои продукты или услуги. Теперь, что такое стратегия Голубого океана? Это когда вы говорите «мы другие». Вот, например, девушка подходила, спрашивала насчет там пельмени, кажется, были, да? Если презентоваться как, да, мы такие же пельмени, как и все, условно говоря, да, ты, получается, конкурируешь со всеми, и ты работаешь под давлением всех этих конкурентов. Один из вариантов, что можно сделать, это сказать «мы другие». Мы не такие, как они. То есть вы перетекаете из Алого океана, где все воюют друг с другом, где все конкурируют, да, в Голубой океан, где все просторно, да, все так хорошо. И теперь встает вопрос, а каким образом? Как понять, каким образом перейти в Голубой океан? Голубой океан — это тогда, когда вы говорите, мы не такие, как другие, мы не такие, как все на рынке, мы другие. И вы фактически создаете свою сферу отдельную. Условно говоря, там в нашей республике есть одни предприниматели, которые сделали это. И вообще, как понять, как перетечь в Голубой океан? Чтобы сказать, что мы другие, там, соответственно, и продукция должна быть другая, отличающаяся качеством. Во многом даже вопрос позиционирования, Залина. Во многом вопрос позиционирования. Вот, например, iPhone, да, условно говоря, это же телефоны, и то телефон. Но они сказали, мы другие.
Мы не такие, как мы все, мы другие. В принципе, у них вид относительно может одинаковый, да, но они себя по-другому позиционируют. Условно говоря, вы продаете те же пельменки. На вид эти пельменки, возможно, могут одинаковые, но вопрос позиционирования другой. Теперь, каким образом понять, как перетечь из Алого океана в Голубой океан, чтобы количество клиентов у вас было гораздо больше и чтобы конкуренты на вас не давили? Есть такое понятие, как факторы выбора. Из-за чего вас покупают? Из-за чего выбирают вас, почему готовы вам платить денежки. Как это вообще понять? Необходимо провести анализ. Вот шаги, про которые я буду говорить, они настолько простые, но так прискорбно, что люди этим не пользуются. Вот за счет чего зарабатывает предприниматель? За счет того, что клиент приносит ему деньги. Соответственно, для того, чтобы что-то ему продать, он всегда должен получать обратную связь от своей аудитории, от своих клиентов и спрашивать у них, что им нравится или не нравится. Он же им продает продукт. Не должно быть такого, что человек думает, предприниматель думает, мне это нравится, поэтому это будет продаваться. Нет, не ты же себе сам денежки платишь, это клиент платит тебе деньги, поэтому необходимо всегда брать обратную связь от своей аудитории. Теперь что необходимо сделать? Необходимо провести опрос. Опрос у тех, кто у тебя покупает уже, и у тех, кто у тебя не покупает. Ты что делаешь? Ты садишься и просто выписываешь факторы выбора, из-за чего могут покупать мой продукт. Красивая упаковка, хороший запах, дает прекрасный вкус, там, хороший вид, удобная, я не знаю, мерчендайзинг хороший, да, красивая упаковка. Ты расписываешь все факторы выбора, из-за чего, возможно, тебя могут покупать. И теперь проводишь опрос у своей аудитории. Спрашиваешь у них, вот факторы выбора, скажите, пожалуйста, вот не могли бы вы отметить 3 самые главные вещи, из-за чего вы у нас покупаете? И теперь ты понимаешь, упаковка им не так важна. Им, оказывается, важно вот это, вот это, вот это, вот это. 3 вещи. И таким же образом проводишь опрос у тех, кто у тебя... просто услышать своего клиента. Да, самое главное. То есть, условно говоря, вы могли думать, что клиентам нужна была быстрая доставка, но им по факту, допустим, там, нужен был просто большой ассортимент. Или вы думали, что им нужен большой ассортимент, а им просто нужна была быстрая доставка. А вы, допустим, из-за того, что не знали, что важно клиентам, позиционировали себя и рекламировали свой продукт не с того угла. Приведу грубый пример. Вы покупаете телефон. Допустим, вам важно, чтобы у телефона была хорошая динамика, хорошая связь. А мы рекламируем свой телефон, он красивый, он такой, он сякой. Для вас это не важно. Для вас важно, чтобы было хорошо слышно и чтобы была хорошая связь. И теперь провели опрос, и мы поняли, у тех, кто у нас покупают, они покупают из-за этого. И далее проводим опрос у тех, кто у нас не покупают. Мы спрашиваем, почему вы нас не покупаете? И в каком случае вы бы нас купили бы? И вы понимаете, все, если мы сегодня зарабатываем столько денег, и для того, чтобы завести этих людей, нам нужно сделать вот это. Далее, рекламная кампания, которую вы строите, вы уже выстраиваете на тех факторах выбора, из-за чего вас покупают. То есть, если вас покупают из-за хорошей связи, вы не говорите, что у вас красивая упаковка. Что вы скажете? Вы скажете, что у вас хорошая связь, или хорошо слышно нас. Да. И таким образом вы переходите в корректировку своего позиционирования. И таким образом переходите в Голубой океан. Мухаммед, давайте сейчас поговорим про карту путешествий клиента. Зачем она нужна и как ее составлять? Это очень интересная тема, очень интересная тема. Я бы хотел, чтобы наши зрители хорошо, внимательно послушали. Предприниматель должен определить свою целевую аудиторию. Как Ибрагим отметил ранее, кстати, он очень четко отметил, это люди, чью боль мы решаем. И чем конкретнее мы определяем нашу целевую аудиторию, тем более эффективнее рекламу мы можем выстраивать. Говорить о том, что мои клиенты все, нет, так не подходит. Необходимо четко понять, чью боль вы решаете, кто ваш клиент, тот, кто у вас в основе своем покупает. Да? И вы прописали, мой клиент такой-то, полностью прописали портрет своего клиента. Допустим, это мамы с детьми. И теперь вы смотрите, а где бывают мамы с детьми? Это, допустим, садики, это поликлиники, это, я не знаю, там школы, это продуктовые магазины, это какие-то магазины детской одежды. И вот полностью вы переходите в роль своего клиента потенциального, да, и смотрите, где он бывает. И дальше смотрите, а каким образом я могу зацепить его в тех местах, в которых он бывает. Есть правило 20/80, где 20% усилий дают 80% результата. Сразу бежать, везде пытаться зацепить своего клиента не стоит. Стоит задать себе вопрос, в каком случае с наибольшей вероятностью я привлек бы своего клиента?
И большей вероятностью, вот что мне нужно было бы сделать такого, чтобы я по-любому привлек своего клиента. И вы начинаете с этого. Например, вы поняли, что вы по-любому привлечете своего клиента, условно говоря, там, в тех же детских садиках, например, да, и все, вы начинаете просто с этого. И далее, все места, в которых бывает ваш клиент, вы думаете, а каким образом я могу его зацепить? Например, там, парикмахерский, да, тут ему дали там, бонус там, какой-то от вашей компании. Продуктовый магазин, дали ему бонус от вашей компании. Садик, дали ему бонус от вашей компании. Школа дала бонус. И куда бы он ни пошел, везде говорят про вас. Ваш потенциальный клиент везде говорит про вас. И так или иначе клиент уже вовлечен. Совершенно верно. А ваша задача выстроить с ним контакт, зацепиться, условно говоря. Вот мы недавно с Ибрагимом прорабатывали одну маркетинговую, прорабатывали карту путешествия клиента, и мы поняли, что нам нужно, чтобы человек нам написал. Нам нужен контакт с ним, да? А как мы его зацепим? То есть где-то мы его зацепим и сделаем так, чтобы он с нами связался. А как он с нами свяжется, все, мы уже дальше с ним будем поддерживать контакт. Резюмируя мои слова, карта путешествия клиента – это когда вы входите в образ вашего клиента и думаете, а где он бывает. И места, в которых он бывает, вы продумываете бонусную, интересную программу, чтобы про вас говорили, чтобы вас представляли и чтобы человек обратил на вас внимание. И, соответственно, допустим, в нашем случае, если мы прорабатывали, это нам нужно было, чтобы человек с нами связался, либо написал нам, а дальше мы уже будем его вести. Напомню, что сегодня у нас в гостях были Ибрагим Акиев, директор маркетингового агентства City Marketing, и Мухаммед Кузьгов, директор агентства по трудоустройству Белхиру. Спасибо вам, что вы пришли сегодня ко мне на программу. Спасибо, что пригласили, Зелена. Спасибо. Дорогие телезрители, на экранах своих телевизоров видите адрес электронной почты, на который вы можете отправить вопросы. Если они у вас есть, мы обязательно постараемся озвучить их в студии нашей программы. Нам очень важна обратная связь. Адиклашин Мяштахчу.